Дом на улицу Тогоева, 22 уже должен быть заселен. 7 лет назад люди вложились в строительство с нуля, но квартиры так и не получили. Сценарий классический. Застройщик объявил себя банкротом и пропал. Мы взяли ипотеку на 10 лет. Вот мы заплатили уже 5 лет. И мы когда посчитали, что с учетом ипотеки у меня получается квадратный метр уже больше 50 тысяч. У меня дочка, вот там школа рядом, у меня дочка в эту школу пошла в 1 класс, когда мы взяли этот дом. Сейчас моя девочка в 8 классе. Так что мы думали, что вот она будет рядом тут со школой и все. Ну вот такая у меня ситуация. За достройку дома бьются более 120 семей. Люди дополнительно собрали деньги по 3000 за квадратный метр, чтобы самостоятельно выполнить часть строительных работ. Но этого недостаточно. Как сказать, район мне сильно понравился, поэтому мы с братом решили вот здесь купить себе квартиру. Я, правда, да, уже 7-й год на съемной квартире, плачу по 20 тысяч в месяц. И, как сказать, сейчас у меня и работа не идет. Сами знаете, с этой пандемией ничего не идет. Я даже за квартиру сейчас не могу платить деньги. Один из вариантов решения проблемы – финансовая компенсация. Но суммы настолько малы, что купить на нее такие же квартиры только в другом районе невозможно. Отчаявшиеся люди даже записали видеообращение Владимиру Путину с просьбой помочь достроить дом. Я думаю, незначительные усилия, и мы все заселимся в свои квартиры. 7 лет ожидания. Лично я покупала по 40 тысяч за квадратный метр. И меня никак не устраивает сумма в 35 тысяч рублей. Я не смогу купить квартиру ни данной площади. И район я выбирала не просто так. Я мама 3 несовершеннолетних детей. И каждый из нас выбирал квартиру по приоритетам. То есть для меня важно, что здесь нету дороги, там школа рядом и все остальное. Вот. Но дело в том, что если бы этот дом стоял на уровне котлована, я понимаю, мы бы рады были и такому. Может быть, кто-то так скажет, что мы, может быть, там слишком много хотим, но я, например, свою квартиру не раз уже поднималась, многие из нас все спланировали, и я в том числе. Я не намерена, не хотела бы отсюда каким-то образом съезжать. Просто какая-то ситуация сложилась, мы каких-то просто подводные течения, мы что-то, видимо, не знаем, почему такой ступор именно на нашем доме. Ситуация с очистными сооружениями здесь как-то каким-то образом возникла. Совершенно не случайно мы узнали о том, что, оказывается, в сумму достройки входит и сумма очистных сооружений на данном районе. Оказывается, этот район уже давно перегружен в этой сфере, и здесь необходимо было, здесь как бы в проект было заложено. Но так как наш дом состоит же из 2 позиций, то есть каким-то образом же она была сдана без очистных сооружений, почему камнем преткновения стал именно эта часть дома? То есть мы, получается, что на достройку нам нужно, ну, грубо говоря, 90-100 миллионов, а сумма теперь выходит за 300 тысяч, за 300 миллионов, потому что, оказывается, очистные сооружения должны были сделаны. В республиканском Минстрое сказали, что готовы всячески помочь. Работа с обманутыми дольщиками ведется, документы подготовлены и направлены в Москву. Возникли какие-то технические вопросы, я, честно говоря, не хотел бы их обсуждать, потому что несут чисто технический характер, который надо решить, и мы сейчас занимаемся решением этих вопросов. Но хочу отметить, что если даже вопрос о достройке не будет решен, то вопрос о выплате компенсации этим обманутым дольщикам, он существует. Ну, в общем, вариант выплаты компенсации у нас остается. Если мы не сможем решить вопрос о достройке дома, то будет выплата компенсации. Насколько еще затянется этот вопрос, неизвестно. Но людям ничего не остается, как ждать. Ждать и надеяться, что их не оставят с проблемой один на один. Елена Черенкова, Савелий Зангиев, Осетия Ньюс.